Всем привет, ребят, привет из Коми. Ну вот, многие ждали снег. Для разбавки в канале, там у меня в основном осенние фильмы выкладываю. И сегодня решил я выехать вот в эту красоту заснеженную. Но снега у нас совсем мало еще. 5 сантиметров на силы. Приехал сюда, чтобы пострелять из оружия Север. Купил новые патроны, сейчас я покажу, какие. Хочу пострелять на 100 метров. Вот выбрал место вот тут, смотрите, прямое место. И самое безопасное, как сказать, я отъехал от села примерно километров 5. Сюда пешком никто не ходит сейчас зимой. Ну и здесь так подъемчик такой, косогор. Самое безопасное, нормальное место. Вот. Буду стрелять со 100 метров с патронами, не знаю, открыто, нет, там вторая дверь. Ой, блин, закрыто еще. Короче, ездил в город, сейчас купил патроны. Или отсюда надо возьму. Так. Вот такой. Охотник 370С. Охотник 370С. Он не экспансивный, он, как сказать, получается полностью свинец. Дырочки нет там. Но он высокоскоростной. Конечно, усиленный заряд там. Не знаю, посмотрим, что получится. Здесь такого стола ничего нету. Именно, как сказать, как на охоте. С упора буду стрелять, может с упора от дерева, может с коленей буду стрелять. Такого профессионального пристрелки не будет. Поставлю мишень сразу на 100 метров, бахну 2 патрона и потом уже буду подгонять. Посмотрим, что из этого получится. Хочу пристрелять под этот патрон, попробовать зимой для зимней охоты. Сейчас пока ехал, видел 2 рябчика. Вот. Ну, не знаю, мне самое главное надо выбрать, откуда стрелять. Может, отсюда, в принципе, тоже нормальный так. Упор есть отсюда. Бах-бах и... Или же с колени лучше. Так. Ладно, сейчас установлю куда-нибудь мишень. Мишень буду устанавливать, ребят, с помощью... С помощью, ребят, дальномера. Сегодня буду считать метры вот этим дальномером, что я в прошлых видео показывал вам. Вон, дальномер Hunter 1000. Вот. Брал я это в интернет-магазине. Так, Rusgeo.com. Вот, в интернет-магазине Rusgeo.com. Всем рекомендую этот магазин. В описании ссылку оставлю. У меня от машины 100 шагов, ровно 100 шагов. По дальнометру до машины, сейчас посмотрю. Сейчас, ребят, посмотрю, вот, по дальнометру, вот, сейчас я гляну. Хорошо, все можно увидеть. 92,4. 92 метра и 40 сантиметров. Ну, 92,4. Пускай так будет. Сперва попробую отсюда. Потом можно еще... Здесь уже потом место, наверное, придется поменять. Но это расстояние для первого раза попробуем там с угла, вот с буфера, там в буфер буду, как сказать, ну, прислоняться и оттуда бахну. Такой мишень. О, купил вот такие ценники, они яркие и липкие. Ну, если вот сюда сегодняшнем пристрелкой я попаду, я буду доволен. Сейчас, конечно, первые патроны хрен пойми куда полетят. Но все равно попробуем. Так, ребят, будем стрелять. Первый выстрел. Послушаем, какой звук патрона. Ну, чуть-чуть неудобно, конечно. Мишень стоит. Отлично, я даже без оптики вижу, и с оптикой хорошо тоже видно. С оптики видно, за мишенью 2 дерева, все безопасно, хорошо.
Так, в яблочко бахну. Попробуем. Да, звук, скажу вам, крепкий. Звук крепкий. Сейчас еще второй патрон. Сейчас, ребят, второй выстрел еще. Бахну. Собака за мной. Позади меня-то есть. Да, шатает, конечно, капитально. Первый патрон. Первая пуля, она вот сюда попала. Это она вторая, как я думаю. Ну, катулан. Локенмон. Вот. Ну, второй раз как будто я чуть-чуть шевельнулся. Ну, примерно. Сейчас еще второй раз бахну. Так, ребят, стрелял второй раз. Любопытный. Ну, вон это. Второй раз. Вот так напишу для себя. Первая вот. Ну, вторая за бумажкой даже. Вот сюда я отметил. Сейчас, ну, примерно спичечный коробок, наверное. Если там посмотреть. Но все равно тянет меня почему-то правее. Ровно 5 сантиметров. 5 сантиметров. Сейчас я немножко подправлю прицел. Подниму чуть-чуть и влево сделаю. Одним словом, третий раз буду стрелять. Ну вот, ребят, третий раз стрелял. Немножко, как сказать, покрутил этот, как сказать, барашки. Ну, на 2 клика. Сейчас должны были выше и левее идти пули. Не знаю. Вроде упор хороший, но сердцебиение все равно как-то немножко шатает ствол. Ну, на охоте то же самое, в принципе. Я могу, конечно, зафиксировать оружие 100%, но на охоте уже ты будешь по-другому стрелять. Там штатив у меня стоит, но хотел тоже, блядь, сейчас вообще куда-то что-то у меня разлетелись пули совсем. Вот это да. Намного выше пошли, во-первых. И хрен пойми, что получилось. Вот так. Видели как? Третий. Вот и пойми, это оружие виноват или Олег виноват. Кого грешить там? Вот это вторая серия хорошо пошла. Сейчас третья вообще ужас. Передвинул налево. Вот смотрите. Одна пуля влево, а другая направо ушла. Так. Значит, лево-право я не буду трогать, а на 1 клик обратно спущу. 2 клика, это пошла пуля выше. На 1 клик ниже сделаю. Так, ну что, 4-я серия. 4-я серия, между прочим, оба попали. 5 сантиметров, как и раньше было. Этот. Так, это есть тоже. Так, это уже 4-я. 4. Вот. Оба в цель пришли. Между прочим. Сейчас я камеру здесь установлю. Сейчас еще 2 раза бахну. Ничего трогать прицел не стану. Но это более-менее радует уже. Ну все, пошел я к машине 100 метров. Ну, где 102 и 4. Ну что, ребят, попал? Нет, хоть куда-то. Ох, ништяк. Вообще ништяк. Мне нравится. Знаете, не знаю, как со стороны звук выстрела, но когда
Вот это со 100 метров от меня. 92,4. Видеокамера стоит, интересный звук. Вот там послушаю я дома, конечно же. Первое, что я думаю, сейчас я и не знаю, куда я выстрелил. Может, первая пуля вот сюда пришла. Потому что как будто я не уверен в себе был, выстрелил. Вторая вот здесь. Ну, это вообще шикарно. Ну, 5 сантиметров разброс. Как? Я не знаю, почему так. Все одинаковые размеры. Расстояние, то есть не размеры, расстояние. Это получается 5. 5. Надо мишень поменять. Сейчас еще бахну. Я в азарт вошел. Но это вообще, в принципе, в косача и глухаря-то можно уже попасть. Конечно, еще лучше было бы оба патрона, когда в цель приходят. Но еще раз говорю, что это все от меня зависит, потому что сердцебиение, ствол даже немножко шатает. Чуть-чуть видно, как шатает. Да, еще сейчас бахну и поменяю мишень за мишенью новым схожу. Это получается охотник 370 S 94 метра. Так, сейчас куда пошли у него? Так, подожди. А, вон он, одна. Это первый, наверное, думаю. Тоже надо посмотреть. Думаю, посмотреть, конечно же. Но сейчас пошли на... Это, наверное, все-таки шестая. И шестая. Думаю, первый выстрел отсюда был. Не знаю, это на видео вы видели. И вторая вот сюда. Нет, ребят, думаю, не стоит уже что-либо трогать. Вроде ничего, так попадает. Это уже мои косяки. В основном пули. Раз, два, три, четыре, пять. Она 5 на 5. Нет, больше в стороне. Не, лучше она у меня не получится. Ну вот, ребят, это я уже стреляю леем. Патронный лей. Но куча, вон иди туда. Сейчас скажу вам, неплохая. Но пуля ушла куда-то в сторону. Вот. Сперва вот первая серия вот сюда пришла. Потом я немножко корректировал. Второй выстрел вот здесь и здесь. Третий вот тут. И ниже. Сейчас еще также бахну, попробую. Последний выстрел, четвертый. Это элей экспансивный со 100 метров. 100 метров и 20 сантиметров вроде, помнится. 102. Вот. Куча неплохая пришла. Смотрите как. У меня только один патрон или остался. Самое главное, не в сторону ничего. Ну, один патрон. Единственный патрон остался. Бахну примерно вот под яблочку попробую. И все. Единственный патрон. Вот такой елей, ребят. Он экспансивный, 38 грамм. Тяжелая пуля. Ну и вот последний патрон. Вот такой. На вид он красивый, такой гладкий. Но есть разница с советскими патронами. Это вроде как французские патроны. Так.
принципе. Что и следовало ожидать, ребят. Вон она. Это получается 3/4. Все. Вокруг. В основном тоже полетели. Коробку берем. Ну, вот такое расстояние, ребят, отсюда, вот отсюда, ровно до кабины нашего УАЗика 100 метров и 20 сантиметров вроде было по этому дальномеру. Такая тропинка, я набил тут, блин, ходил сколько раз. Ну, природа классная. Немножко воздух меняется, давление, видно, повышается, ребят. Чуть-чуть прохладно становится. Сегодня обещают минус 24. Так, ребят, делаем выводы. Вот 2 патрона. Вот стрелял сегодня охотник 370С и Элей 38 грамм. Ну, последние остатки этой пачки были. Вот. Этот патрон сейчас покупал. Он 23 рубля. Железная гильза, черная гильза. Это алюминий, не алюминий, а как же это-то? О, желтая гильза. Что-то и забыл. Так, ну ладно. Это стрелял я 94 метра. Вот, 94 метра. Ну, вот такая куча получилась. Вон такой. Где-то, ну, наполовину в цель попала. Половина тоже по сторонам. И Элей 100 метров, вот это на 6 метров дальше стрелял Элеем. Первые выстрелы вот в сторону пошли, потом я подправил. Короче, вторые патроны раз и. Так, первые. Это, наверное, вторые были. Первый, потом второй, потом третий раз стрелял, вот все вправо тянуло. Так, потом стрелял, это получается 3, это получается, так, 4, вот 4 выстрелы, 4, это уже 5, надо немножко исправить, вот. Ну, в принципе, вот это 4, вот это 5. Вот, это последняя пуля была. Ну, не знаю. Но я недоволен своей стрельбой, вообще недоволен. Такие новые патроны попробовал. Еще не стрелял этим патроном. Куча, в принципе, не скажу, что плохая. Ну, Элей, в принципе, он кучный патрон. Он разброс, ну, примерно 3 сантиметра. Здесь, скажем, 5 сантиметров разброс был. Здесь 3 сантиметра. Но я не знаю, что виновато. Может, оптический прицел. Может, я неправильно там прицеливаюсь. Может, там упор такой, что... Но я, как говорил, после каждого выстрела почти, что у меня немножко ствол. Видно, как в оптический прицел, видно, как немножко шатает. От сердцебиения шатает. Раньше такого не было результата. Раньше я стрелял лучше, намного лучше. И этот результат мне не нравится. Я дальше буду стрелять, искать причину. Может, давно уже я не чистил ствол железным ершом. Может, там, как сказать, освинцовалось там ствол. Может, это тоже роль играет. Но сегодняшняя стрельба у меня на 2. С таким результатом, ребят, на охоте мало что можно добыть. Сейчас у меня была осенняя охота в этом году. Я с осени уже был расстроен своей стрельбой. Все, как стрелял, вы увидите. Покажу, расскажу. Если не показываю, рассказываю. Куниц стрелял в этом году. Тулан облаивал. Все это вы увидите. Но в куниц я, ну, примерно вот, скажем, вот дерево. Скажем, 20 метров расстояния или сколько там. Я в глаз прицеливался, туда и попадал. С малого расстояния. До 50 метров вроде как и проблем нету стрельбы.
А вот уже со 100 метров что-то, или оружие как-то не так стреляю, или я плохо прицеливаюсь, или у меня зрение что-то обманывает. Но буду искать проблему. У меня как бы это нехороший результат. Но как было, я вам поснимал, показал. Может, еще буду подбирать другие патроны. Но, наверное, я остановлюсь, как сказать, на патронах LA. У меня еще пачка есть. Буду стрелять этим патроном сейчас зимой, если удастся куда-то, если схожу на охоту LA. И в основном у меня еще есть патроны матч. Пока старый запас есть, я эти патроны пристреляю и буду сжечь эти патроны. Вот. Как закончится, новую партию куплю что-нибудь. А в данный момент вот это охотник, ну, попадает на, не знаю, что-то на душе мне как-то неспокойно, не особо доволен этой стрельбой. Но если буду дальше стрелять, может еще поснимаю, покажу. Да и особо так в ютубе с оружием видео там блокируют, там не очень так. Бывает, YouTube даже может удалять, просто удалит этот видео с оружием, пристрелки эти. Лучше так, устной форме рассказать вам, и все. Вот, ну вот такая природа, ребят, вот такой снег. Имейте в виду, что на буране еще мало куда можно. Ну можно, ехать-то уже можно, по тайге-то можно пройти. Но кругом такие бугорки, валежники, там пни. Лучше подождать. Сейчас придет еще снег. В декабре, в январе еще снег будет. Вот сейчас я соберусь и поедем обратно. Я никуда уже на охоту никуда не поеду. Я просто возвращаться буду обратно домой. Вот так. Вот такие пострелушки. Вот такая тропа после меня осталась. Я не знаю, сколько выстрелов сделал, там надо посчитать. Хотел я сейчас с 50 метров стрелять, не буду, не хочу. На 100 метров я пристрелял, в принципе, сейчас с этим элеем можно ходить на косача. Вот. Но я недоволен этой пристрелкой. Недоволен. Надо стрелять лучше, если хочешь что-то добыть. Потому что шансов очень мало. И, скажем, со 100 метров, если удастся один раз хотя бы выстрелить кого-то. И в большинстве случаев, когда вот по сторонам пуля летит, это нехорошо. Вот. Или, может быть, даже и это оружие только на малых расстояниях только охотится. Может, уже постарело оружие. Все, может, своя уже отслужил, потому что уже лет 15 ему или сколько-то. На 1000 патронов я уже стрелял из него. Но 1000, но очень много стрелял. По банкам, по дичи, и где только, что только я уже не добывал. Ну все, ребят, я поехал. Тулана пока брать не стану, пусть бежит. Ну, где-то пару километров. Дни короткие, сейчас скоро уже будет темнеть. Тут, короче, целина. Ну, не так далеко, там объездная. Сейчас попробую вот тут проехать. На собаку подожду. Должна все везде замерзнуть. Тут вода. Проскочу или нет, как я. Да, везде кругом железобетон, но уже замерзло. Собаки еще не видать. Тут подожду его. На мотособаке кто-то тоже сегодня поднимался или спустился. Следы есть. Собаку надо забрать. Здесь я его подожду. Вот. Сейчас смело можно везде проехать, смело.
нашла. А, вон он летит уже. Лактула, пошли. Наш тулан. Бродяга. Пошли. Лак, морда радостная. Нагулялся сегодня. Хочет домой. Да? Вот такой ли. Вот. Вот тулан. Вот. Вот. Вот такой. Ну вот, все, приедем. И на этом даже, думаю, тоже пора уже заканчивать. Такие пострелушки сегодня были. Новыми патронами. Опа! Может, еще будут пострелушки. Еще постреляем. Может, по живой цели, может, просто так по мишени. Потому что по возможности, если получится, если получится, съезжу на первую избу. Поход был уже, в принципе. Погоняли мы косачей. Вот. А на сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Ждите новые фильмы. Будьте здоровы. Пока-пока.